добраться до Казани можно самыми разными способами. На автомобиле, самолете, ну и, конечно же, на поезде. Расположенная в центре страны, Казань находится на пересечении важнейших железнодорожных магистралей. Так же, как и сам Татарстан, на пересечении крупнейших религий, цивилизаций и культур. Татарстан – один из наиболее крупных регионов России. Здесь проживает 115 национальностей. Памятники истории самых разных периодов, богатая природа и комфортный умеренный континентальный климат делают этот регион одним из самых привлекательных для путешественников из разных стран мира. Столица республики Казань считается третьей столицей всей России. Это один из самых современных, благоустроенных и традиционно космополитичных городов страны. Место встречи и свидания двух миров, и потому в ней два начала – западное и восточное. И вы встретите их здесь, на каждом перекрестке. Здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжились, сдружились и начали составлять нечто самобытное по характеру. Это еще в XIX веке про Казань сказал Герцен. Космополитизм Казани вы почувствуете, едва ступив на территорию Казанского Кремля. Казанский Кремль считается одним из 7 чудес России, а находящиеся на его территории памятники – культурным наследием человечества. Как Париж нельзя представить без Эйфелевой башни, Лондон без Тауэра, так и Казань без башни Сюмбике. Это признанный архитектурный символ города, построенный более 400 лет назад. Это одна из всемирно известных падающих башен. Кстати, выше Пизанской на 2 метра. А корениться она начала сразу же после строительства. Почему? Одна из казанских легенд гласит, что, покорив Казань, Иван Грозный решил покорить и казанскую царицу Сюмбике. Но, получив от русского царя предложение о женитьбе, прекрасная Сюмбике поставила перед ним условия – построить в Казани башню, выше которой не было в городе. Условие было выполнено. Тогда под предлогом прощания со своим народом Сюмбике поднялась на башню. Поднялась и прыгнула. С тех пор башня кренится вниз. Здесь же, на территории Кремля, самая современная мечеть – Кул-Шариф, названная в честь имама мечети Аль-Кабир, существовавшей здесь во время Казанского ханства и разрушенной войсками Ивана Грозного. Мечеть Кул-Шариф строилась как главная мечеть всех татар планеты с учетом исламских традиций и с использованием всех достижений современной архитектуры. Вы видите, на территории Казанского Кремля есть памятники мусульманские и христианские, которые нам остались от древних, прежних времен, эпох, и сегодня они символизируют толерантность. Выбор отелей в Казани довольно большой. Вы можете остановиться в роскошных дизайнерских апартаментах 5-звездочных отелей или в демократичных недорогих гостиницах. При этом с весьма достойным уровнем комфорта и обслуживания. Передвигаться по Казани можно как на наземном транспорте, так и на метро. Кстати, самым молодым в России казанскому метро всего 5 лет. Путешествовать по самой республике в теплое время года интереснее всего водным транспортом. Здесь хорошо развито даже пригородное речное сообщение. Волга, Кама, Вятка, их притоки образовали водные магистрали, общая длина которых 1000 километров. Кроме того, есть в Татарстане такие места, куда иначе, как на водном транспорте, не доберешься. К примеру, Свияжск – город на острове.
Свияжск из Казани от речного порта дважды в день отправляются теплоходы. И 2 часа пути вы можете любоваться Волгой и волжскими берегами. И кажется, что это путешествие не только в пространстве, но и во времени. В Свияжске вы как будто попадаете на пару веков назад. Это классический уездный город, каких до революции было много по всей России. Но в Свияжске с тех пор, благодаря островному положению, не изменилось почти ничего. Не были построены современные дома или заводы, так как нет места. Не появились автомобили, здесь некуда ездить. И даже названия улиц сохранились дореволюционные. Очень много было народу здесь, да. Домов, постройка. А так дома стояли вплотную. Даже у людей, у некоторых не было земли, все сажали, вот здесь по берегу была земля. Мало кто знает, что у этого тихого городка очень громкая история. Иван Грозный построил его в рамках хитроумной военной операции по взятию Казани. Буквально за считанные дни на острове собрали крепость, и отсюда войска Ивана Грозного пошли в последний победоносный поход на Казань. Крепости, конечно, не сохранилось, но церковь, в которой молился Иван Грозный, стоит до сих пор. Правда, почти в каждом веке она как-то перестраивалась. И сейчас выглядит вот так. Сейчас мы переплываем Раивское озеро и подходим к Раивскому Богородицкому монастырю. Одно из чудес этого монастыря – молчаливые лягушки. Говорят, что однажды монахи попросили у Бога милости сделать так, чтобы лягушки замолчали, они мешали монахам петь. И случилось чудо. Лягушки действительно умолкли, молчат и по сей день, хотя на этом озере их водится довольно много. Молчание лягушек – чудо, с которым сталкивается каждый, приезжающий в Раифу. До наших дней на территории монастыря сохранилось 3 храма. Один из них – Софийская церковь, самый маленький в Европе православный храм. Эта церковь только для монахов, и молятся здесь 1 раз в год, в день святых Софии и ее дочерей веры, надежды и любови. У каждого монастыря, как известно, свой устав. Так вот, в уставе этого изначально было записано: это самый открытый православный монастырь. Прямо на его территории – дом паломника. Здесь может остановиться каждый желающий, отдохнуть от суеты мирской. Мне очень нравятся стихи, если помните, Евтушенко. «Проклятие века – это спешка, и человек стирает пот. По жизни мечется, как пешка, попав в затравленный цетнот». Но самим братьям не до отдыха. Кроме обычных для монаха послушаний, есть у них и вполне мирская работа. Несколько лет назад при монастыре организовали пожарную команду. Министерство по чрезвычайным ситуациям выделило машину со всем современным оборудованием. Теперь чуть что случится в соседних деревнях, звонят святым отцам. Сразу как увидят нас и сразу говорят: о, отцы приехали, там все нормально будет. Благо, это лето выдалось спокойным. И разве что всполохи заката озаряют небо над Раифой. Продолжая путешествовать во времени, мы отправляемся в город Болгар. Самый маленький город республики, с самой длинной историей. К югу от современного города Болгар – древнее городище Болгар. Столица Волжско-Камской Булгарии, существовавшей здесь в X-XIV веках. Удивительно, но здесь сохранились целые мавзолеи и минареты XIII века. В этом городе с многовековой историей очень много загадок. Ученые говорят, что это место изучено всего на 1/10. Сейчас ведутся раскопки, и по предварительной версии вот это дворец XIII века. И уже тогда болгары строили из кирпича.
Это место на берегу Волги историки всего мира в один голос называют уникальным и единственным в своем роде. Болгар, прежде всего, это самый северный форпост мусульманского мира. Болгар – это единственные памятники золотоордынской архитектуры, сохранившиеся на территории Российской Федерации. Больше такого нигде нельзя увидеть. Поэтому для того, чтобы это увидеть, сюда надо приехать. Ведь мало кто знает, говорит Андрей Фасхутдинов, что именно Волжская Булгария, а не Русь, стала первым государством средневековой Европы, которое столкнулось с армадой монголов и долгие годы в одиночку защищала волжские просторы от кочевников. Лишь с 4-й попытки монголам удалось подчинить себе Булгарию. Ее жителей, как и многих других представителей завоеванных народов, стали называть китайским словом «тата». Так болгары стали татарами. А вот как великая русская река Волга стала Волгой? Скорее, Волга название произошло от болгар. Вот такая есть версия. Многие тайны ученые раскрывают, расшифровывая надписи надгробных плит, собранных в Северном мавзолее. Здесь можно встретить настоящие памятники древней литературы и поэзии. Андрей Николаевич, мы можем понять, что здесь написано? Да, послушайте, пожалуйста. «Он живой, который не умирает, а все живущий умрет. У Ураза, Урун Алпа памятник. Да будет милость Аллаха над ним милостью обширной. Из мира ушел по летосчислению 709 лет. Раджаба месяца 10 дней было. Смерть – дверь, и все люди войдут в нее». А из архитектурных памятников лучше всего сохранился малый минарет, на который стараются подняться все, кто приехал в Болгар. У винтовой лестницы малого минарета 40 ступеней. Очень крутых, кстати. Считается, что тому, кто их преодолеет, будет отпущено 40 грехов. Этот минарет и мечеть были построены на месте захоронения сахибов, принесших на эти земли ислам. Отсюда открывается вид на бескрайние долины и бесконечные чистые поля, типичные для этой земли пейзажи. И сразу становится понятно, как появилось название города Чистополя, в который мы сейчас и направляемся. Этот районный центр известен как самый просвещенный и культурный город Татарстана. Вы думаете, что это такое? А это велосипед? Оказывается, их изобретали и в Татарстане. И вот эту модель в 1902 году предложили изобретатели города Чистополя. Но на всю страну Чистополь прославился отнюдь не благодаря местным кулибинам. В 1941 году в Чистополе был эвакуирован практически весь союз писателей Советского Союза. В этом доме жил Борис Пастернак. Здесь же был написан эпилог к доктору Живаго. Старожилы до сих пор вспоминают громкие театральные премьеры и литературные чтения, которые устраивали в местном доме культуры великие советские драматурги и писатели. И до сих пор рассказывают анекдоты о катастрофической рассеянности и непрактичности многих классиков, которых тогда можно было запросто встретить в очереди за продпайком. Нам рассказывали родители, значит, они были свидетелями этого, они сами посещали спектакли, они сами слышали стихи этих великих писателей. Всего в часе езды от Чистополя еще один город, претендующий на славу литературной, да и вообще культурной столицы республики – древняя Елабуга. Когда-то этот городок был просто дворцовым селом. Здесь и сейчас-то не больше 60 тысяч жителей. И тем не менее на всю Россию он известен как родина или пристанище многих знаменитых россиян. В центре города старинное кладбище, и здесь находится могила Надежды Дуровой, первой девицы-кавалериста, ординарца фельдмаршала Кутузова.
недалеко находится и дом-музей кавалеристки и писательницы. Сюда шли просители, все надеялись на то, что она поможет решить какие-то житейские проблемы. Каждому нужно было оказать внимание, за кого-то заступиться, за кого-то написать какое-то прошение. И все это она делала. Еще одна знаменитая жительница Елабуги провела здесь чуть больше недели. Поэтесса Марина Цветаева в Елабугу была эвакуирована в 1941 году. И вот в этом доме она прожила всего 10 дней, последних в своей жизни. Но это были последние, самые, очевидно, трагические дни ее жизни, поскольку решался вопрос: оставаться здесь, на этом свете, или уходить во что-то другое. А еще один знаменитый россиянин провел здесь самые счастливые свои дни. Художник Иван Шишкин в Елабуге родился, здесь прошло его детство, здесь им были написаны первые светлые и радостные пейзажи местной природы. Недалеко от Елабуги на реке Тойма сохранились остатки чертова городища, укрепленного поселения одного из местных племен, обитавших в этом районе во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Говорят, что традиции этого племени, обряды в том или ином виде сохранились до сих пор. И их можно увидеть на знаменитой Спасской ярмарке, которая проходит здесь раз в год. Здравствуйте. Здравствуйте. Это обереги у вас? Да, это древние обереги. Языческие? Булгары, которые жили на этой территории, были язычниками. Вот это вам ничего не напоминает? Различные крестики, которые существовали. Так вот, если разбить его вот на такие участки, то получается союз двух начал – мужчина и женщина. То есть наши предки были очень мудрыми людьми. С помощью оберегов они защищали себя, свою жизнь, своих детей, свое жилище, свое тело. А вот это что такое? Это очень древний оберег, который пришел к нам из Скандинавии. Он означает поиск смысла жизни и может служить также путешественнику хорошим знаком. Вот это арепей, вот это. Арепей? Да. И он цепляет? Цепляет счастье. Здорово. Да. А вот это? А вот это я... А здесь вот двойной крест, вот это, такой вот крест. Он, это богатство, отделяет богатство. Кстати, кроме оберегов, на Спасской ярмарке можно купить расшитые полотенца, плетеные корзины, глиняные горшки, а можно и самим попробовать что-то слепить. Никакой тренажер спортивный не сравнится вот с этим. А я и говорю, кто хочет похудеть, садитесь на гончарный круг. Так. Есть в этих местах еще одна известная мастерица – Резида Анваровна Хасмуддинова. Мы в сотне километров от Казани, в Арском районе, и сейчас мы будем постигать основы татарской кулинарии. Блюдо, которое мы сегодня будем готовить, называется белиш. Хорошо вымешанное тесто раскатываем деревянной скалкой. 5 миллиметров. Фигурно порезанный картофель перемешиваем с кусочками мяса, которые 3 часа мариновались солью, перцем и луком. Края аккуратно защипываем. Есть и еще один секрет. Есть такая примета, вот когда делаешь этот белиш, не надо разговаривать, потому что... Если Почему? Вот примета, может это
Не получится? Не получится. Но делаем тогда молча. Да. Но, как оказалось, есть беляш – это тоже искусство. Аккуратно снимаем часть крышки и режем беляш для тех гостей, что уже подошли. Остальное под крышкой ждет тех, кто еще в пути. Нам тоже пора отправляться в дорогу. Причем на этот раз верхом. Местные лошади особой скоростью не отличаются. Зато выносливые, трудолюбивые и, главное, очень терпеливые. Самое то, если вы в седло садитесь в первый раз. Наше путешествие мы решили закончить в одном из самых красивых и мистических мест Татарстана, недалеко от Елабуги. Такие места еще называют местами силы. Здесь Вятка впадает в Каму, и соединяются силы двух рек. Это место считается одним из символов этой земли, где прочно сплелись культуры и цивилизации, прошлое и настоящее.